Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Иванова Светлана. Я ученица 6 класса средней образовательной школы номер 1 города Якутска. Представляю вашему вниманию свой проект. Сравнение киноиндустрии Голливуда и феномены якутской кинематографии. В последние годы в отечественных и международных кинофестивалях фильмы якутских режиссеров все чаще и чаще занимают призовые места, становятся победителями и номинантами, обладателями гран-при. Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» в жанре драмы удостоен приза «Золотой и святой Георгий», приза Международной ассоциации кинокритиков и прессы. А в 2019 году фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мной солнце не садится» также стал победителем в номинации «Лучший фильм» и получил приз «Золотой святой Георгий». В том же году на широкий экран вышел фильм Константина Тимофеева «Бэйбери Кен» по мотивам якутской народной сказки. В самом начале исследования мы сформулировали следующую гипотезу исследования. Если тщательно анализировать историю появления первых голливудских фильмов, а при съемке фильмов местных режиссеров учитывать их успех и неудачи, то развивать киноиндустрию в Якутии будет значительно легче. Как все начиналось? Как гласит история, первым голливудским фильмом стал «Муж индианки», снятый в 1914 году. Это версия, драма Сесилия Демиля. С развитием кинематографа в Лос-Анджелесе активно развивается инфраструктура, необходимая для кинокомпаний, финансовые учреждения, рестораны, клубы и многие другие развлекательные комплексы. Кроме того, развитие кинематографа повлекло за собой ужесточение конкуренции между небольшими киноиндустриями. Чтобы избежать банкротства, выгодно было создавать большие кинотресты из небольших киноиндустрий. Впоследствии эти кинотресты стали объединяться по прокату. Таким образом, мы можем предположить, что с развитием киноиндустрии в Якутске может развиваться инфраструктура, могут появиться культурные объекты, может повыситься уровень доходов, так как расширится диапазон рабочих мест и профессий. Для более детального сравнительного анализа мы взяли фэнтези режиссера Руперта Сандерса «Сказка Белоснежка и охотник», снятого по мотивам сказки братьев Гримм, и сказку «Бэйбери Кен» по мотивам якутской народной сказки. Это сказка о старушке Бэйбери Кен с 5 коровами. Главные герои почти одинаковые. В обеих сказках есть красавица, злая колдунья и охотник. Но главным отличием, конечно, является экранизация. Голливудские версии сказок пестрят разными спецэффектами и шикарными костюмами. В якутских фильмах пока что ранний этап развития, но тем не менее персонажи очень колоритные и неповторимые. Есть разница в длительности фильмов. Действие голливудского фильма разворачивается в двух временных рамках: события в настоящем и события прошедшего времени. Таким образом, получается, что сюжет усложнен. Интересным моментом в «Белоснежке» является одушевление одного предмета быта. Это персонаж зеркала. А в «Бэйбери Кен» можно услышать много якутских напевов, тоюк и много звуков камуса. В обоих фильмах добро побеждает зло. Оба фильма содержат много магии и тайны. Проанализировав успех выше приведенных фильмов якутского кинематографа, мы приходим к следующим выводам. Несмотря на то, что в истории создания якутских художественных фильмов насчитывает довольно короткий период, по сравнению с Голливудом есть хорошая перспектива. В Якутии много талантливых режиссеров, актеров, работу которых нужно поддерживать. Необходимо вести просветительскую работу среди учащихся по пропаганде хороших отечественных фильмов и иностранных фильмов. Необходимо создать все условия для раннего выявления и развития талантов, организовать кружки и театры молодого актера, разрабатывать образовательные курсы молодых сценаристов, организовать лаборатории для видеосъемок и монтажа. Неплохо было бы обучить детей средних классов переводу сценариев на английский язык, озвучиванию якутских анимационных фильмов и сказок. В заключение я бы хотела сказать, что данная тема заинтересовала меня тем, что мое хобби – это просмотр хороших фильмов. Голливуд – самый известный центр мировой киноиндустрии. Именно здесь знаменитая фабрика грез ежедневно выпускает километры новых фильмов, сериалов и лучших в мире шоу. Тут ежегодно по красной дорожке идут самые красивые, талантливые и богатые люди планеты. В дальнейшем я планирую изучить такие киноэпопеи, как «Чингисхан» режиссера Генри Левина, «Монгол» Сергея Бодрова-старшего,
в якутского фильма «Тайна Чингисхана» режиссера Андрея Борисова. Это исторический фильм, рассказывающий о жизни Чингисхана, начиная с его детских лет. В перспективе я задумалась сама снять что-нибудь интересное, но пока не знаю, не могу сказать точно, что это может быть: сказка, история жизни или видео для Ютуба. Я только начала изучать видеопроизводство во Дворце детства. Все только впереди. Спасибо за внимание.